Он бы мог спасти свою жизнь, он бы мог бы остаться в живых, но он, спасая жителей деревни Хворостянка, отвел самолет-истребитель и не успел катапультироваться и пожертвовал своей жизнью ради будущего на земле, ради детей, которые вырастут. И все это о человеке с большой буквы – Сулумбеке Асканове. На выставке, посвященной первому герою России, представлены более 20 работ учащихся детской школы искусств Карабулака. Алия Шишханова нарисовала автопортрет летчика-испытателя. Со слов девочки, для нее это большая радость. Она знает историю его подвига наизусть. Я нарисовала картину в памяти народной, рисовала ее полдня. Рисовала акварелью. Не знать о героическом подвиге российского военного летчика нельзя. За героический поступок указом президента России ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Мадина Ганиева много читала о жизни Сулумбека Асканова и с удовольствием решила принять участие в экспозиции. Я люблю летать ночью, так как ночью бывают более выраженные звезды и бывает очень красиво. Это любимая фраза Асканова Сулумбека Сусурковича. И в честь него я нарисовала картину, его портрет. Рисовала я его более 5 часов, постаралась. И мои ощущения, мне понравилось. Кто-то рисует уже давно, а кто-то начал совсем недавно, но уже показывает хорошие успехи и с радостью берется за столь ответственное задание. Рисовала я эту картину 3 или 5 часов. Я рисовала акварелью, и эти 3 цвета, они олицетворяют флаг России – белый, синий и красный. В стенах детской художественной школы Карабулака такие выставки проводятся часто. Основная задача – оказать дань и уважение Герою России и развить у детей чувство патриотизма. Наша задача сегодня заставить наших детей думать о том, что есть вечные поступки, которые остаются за нами, о них будут помнить подрастающие поколения. И дети очень ответственно к этому вопросу подошли. Они с большим удовольствием начали писать. Даже те, которые еще не перешли в портретный жанр, каждый по-своему отражал его подвиг на своих полотнах. Посмотреть работы учащихся может каждый, посетив выставку до конца февраля. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.